الله أكبر الله أكبر. Родившиеся в христианских, но не особо религиозных семьях, Ханан Сандеркок и ее муж Джон Смит стали мусульманами уже в зрелом возрасте в Уэльсе. Они празднуют исламские праздники, а не Рождество, молятся 5 раз в день, не едят свинину и не пьют алкоголь. 51-летняя Ханан носит хиджаб уже в течение 23 лет, с тех пор, как ей исполнилось 28 лет, и она воспитала всех своих 4 детей в исламской вере. Оба говорят, что они почувствовали облегчение и полное обращение. Они описывают это как поиск сообщества, а также веры и нахождение ответов на вопросы, которые они задавали. В то время как их семьи поддержали их выбор, некоторые из друзей Ханан ушли, когда она стала мусульманкой в 1995 году. Юная выпускница художественной школы Донна Сандеркок приехала в Кардифф в начале 90-х годов прошлого века, подыскивая место для работы. Мне было за 20, и думаю, что я находилась в поиске, стремясь найти смысл жизни. Сходила на буддийские собрания, но это ничего не дало мне, рассказывала Ханан. Когда Кардифф начал избавляться от серых дней 70-х и 80-х годов, Донна, родившаяся в маленькой деревеньке Корнуолла, была заинтригована тем, что находится в городе с историческим многонациональным населением. Она познакомилась и подружилась с молодыми мусульманами ее возраста, работающими с ней бок о бок и общающимися все вместе. Мне было интересно, их религия была очень важна для них. Это были стойкие люди, имевшие систему убеждений, которой не было у меня. Они приглашали меня к себе домой и ставили на стол самую вкусную еду. Всегда по-настоящему открытые, приветливые и счастливые. Мне было интересно с ними, рассказывала Ханан. Летом 1994 года, посетив кибуц в Израиле, она больше узнала о палестинской и мусульманской истории и культуре, получив религиозный опыт, который привел ее к принятию ислама, когда она вернулась в Кардифф. В один из жарких дней лета мы с подругой отправились на прогулку в Вади, в глубокое ущелье, и заблудились там, рассказывала она. Тогда не было мобильных телефонов, а у нас закончилась вода. Я молилась так, как никогда раньше. Я просила Всевышнего о благополучном исходе, и именно тогда у меня сформировалась мысль стать мусульманкой. Это было не то, о чем я говорила раньше, но поняла, что это было во мне. Вернувшись в Уэльс, она читала и читала об исламе и говорила с подругой из Йемена, которая постоянно спрашивала ее, уверена ли она, прежде чем обратиться в исламский центр Южного Уэльса в городе Буттетаун. Известный покойный имам шейх Саид, чья собственная мать была новообращенной из валийских мусульман, слушал, как Донна сменила свое имя на Ханан и произнесла шахаду. Свидетельство веры в единство Бога и принятие Мухаммада в качестве его пророка. «Я сразу почувствовала большое облегчение», — сказала она. «В исламе есть все ответы на интересующие меня вопросы. Я стала частью разнообразной общины. Никто не принуждал меня быть или становиться мусульманкой. Я носила абайя, длиннополую одежду. Быть мусульманкой – это идентичность, и я хотела показать это». В браке с алжирским мусульманином в Кардиффе у Ханан родилось 4 детей. Через несколько лет события в мире привели к тому, что она перестала носить абайя, потому что боялась нападения. После событий 11 сентября ситуация кардинально изменилась. Хотя в 90-х годах в Кардиффе в адрес Ханан из машин что-то кричали и что-то швыряли ей вслед, только в 2001 году, после атак на башни-близнецы, она начала чувствовать серьезную угрозу. «Я перестала носить абайя после 11 сентября. Я знала, что на некоторых мусульманок нападали в Великобритании и в Америке. У меня были маленькие дети, и я не хотела подвергать их риску. Я продолжала носить хиджаб, но не абайя». В то же самое время, в нескольких милях от места жительства Ханан,
35-летний Джон Смит разыскивал мусульман, но уже совсем по другим причинам. Джон родился в Омахе, Северная Ирландия, в семье у ирландской протестантки и у военнослужащего английской армии. Он жил в городе Понтиприд, когда произошли нападения 11 сентября 2001 года. 11 сентября привело меня к исламу, рассказал он, вспомнив не столько свои поиски веры, сколько события, случившиеся как гром среди ясного неба. Я встретил студента университета Южного Уэльса, который был мусульманином, и спросил его, как мусульмане могли сделать это? Как подобное можно обосновать? Он сказал мне, что люди, которые совершали нападения, имели мусульманские имена, но в душе не были мусульманами. Тогда он подарил мне копию Корана. Прочитав священную книгу, Джон посетил лекцию мусульманского священнослужителя и принял ислам. Я принял ислам еще до того, как действительно узнал о нем. Произнесение шахады – это свидетельство веры. Вы не должны спешить и убедиться в том, что действительно хотите сделать это. Быть мусульманином для меня означает иметь чувство семьи. Ты никогда не перестаешь учиться. Исламская культура и религия невероятно богаты. Поскольку в Понтиприде нет мечети, Джон приходил совершать намаз в молитвенный зал при университете Южного Уэльса. Хотя он и не был студентом, зал был открыт для всей общины. Сейчас он живет в Кардифе и посещает мечети Аль-Манар и Даруль-Исра. Супруги, которые встретились через друга в 2017 году и поженились в том же году, с ужасом узнают об инцидентах на почве экстремизма в любой части мусульманского или немусульманского сообщества. Ханан была свидетелем того, как подросток на мотоцикле срывал платок с головы ребенка в Роуд-парке. Знает людей, которых регулярно оскорбляют на улице, да и сама она подвергалась оскорблениям, начиная с 90-х годов 20 века, когда ее обливали из проезжающих машин. Она нетерпелива к тем, кто не адаптируется и не радуется разнообразию, говоря, что гордится тем, что она белая британская мусульманка. Она разочарована друзьями и знакомыми немусульманами, которые приходят с бутылками алкоголя. Оба говорят, что им очень повезло, что их семьи приняли изменения религии и образа жизни. Младшая сестра Ханан Лайза также приняла ислам, а их родители переехали в Кардиф и наслаждаются мусульманскими праздниками со своими внуками, все из которых являются мусульманами. И Ханан и Джон считают, что жизненно важно говорить об их вере, чтобы противостоять невежеству. Ханан, учитель в школе Штайнера в Кардифе, рассказала, что она работает и преподает рядом с людьми, которые являются христианами, иудеями, мусульманами, язычниками и не имеют религии. Ее младшие дети посещают школу, и ей нравится, что это место, где поддерживаются дискуссии и принимаются различия. Она сожалеет, что подобная обстановка не везде такова, но сообщила, что она и ее семья счастливы быть тем, кто они есть. «Я британская мусульманка, и счастлива быть ею», — говорит Ханан. «Сначала, когда вы принимаете веру, вы стесняетесь и смущаетесь, но сейчас я даже делаю халяльные пирожки. Это то, кто я есть».